Пока Центробанк России и Минэкономразвития спорили о вопросах закредитованности граждан, Госдума предложила конкретный законодательный механизм, который призван устроить и заемщиков, и кредиторов. Это упрощенное банкротство. В Нижнюю палату парламента внесен законопроект, который вводит в законодательство норму об упрощенном внесудебном банкротстве гражданина, если его долг составляет больше 50 тысяч рублей, но меньше полумиллиона рублей. Согласно проекту закона, процедура признания банкротом в упрощенном порядке будет для граждан бесплатной. После внесения данных гражданина в единый специальный реестр сведений о банкротстве вводится мораторий на требования кредиторов по денежным обязательствам. Прекращается начисление неустоек, штрафов, начисление процентов по всем обязательствам гражданина. Также запрещено применение к нему иных финансовых санкций. Кроме того, приостанавливается действие исполнительных документов по имущественным взысканиям с гражданина. После включения в реестр по упрощенной процедуре банкротства у гражданина есть год, в течение которого он может обратиться с просьбой вывести его из реестра в связи с улучшением его материального положения. С заявлением о выведении гражданина из реестра также может обратиться его кредитор, если решит перевести спор в судебную плоскость. В том случае, если в течение года ни гражданин, ни его кредитор не подали заявление о выведении из реестра, то он автоматически и без решения суда признается банкротом и освобождается от требований кредиторов. Специальное бюро кредитных историй, которые будут участвовать в расчете долговой нагрузки россиян и передавать информацию банкам, не получат доступ к информации о доходах клиентов кредитных учреждений. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Он пояснил, что при расчете показателя долговой нагрузки есть числитель, а есть знаменатель. Бюро кредитных историй будет рассчитывать числитель, сказал он. Между тем, доступ к знаменателю информации о доходах россиян будут иметь только банки. И именно они будут рассчитывать итоговый показатель долговой нагрузки. По словам Аксакова, необходимость в специальных бюро кредитных историй возникла из-за того, что сейчас данные о кредитах заемщиков разбросаны по разным бюро. Катастрофической проблемы в связи с переходом застройщиков на эскроу-счета не наблюдается. Оценивать успешность реформы можно будет только в 2020 году. Такое мнение выразила зампред Центробанка Ольга Полякова. По словам замглавы регулятора, переход на проектное финансирование внедрит прозрачную систему спонсирования строительных объектов, обеспечив независящий от спроса россиян стабильный источник фондирования. Также она пояснила, что из 118 миллионов квадратных метров, которые строятся в настоящее время, около 16,5 миллионов квадратных метров, согласно декларациям, будут возводиться с использованием эскроу-счетов. По старой схеме порядка 65 миллионов квадратных метров. В Центробанке не видят серьезных проблем в том, что застройщики более активно пошли в банки подавать заявки. В настоящее время, по данным Центробанка, в России открыто более 10 тысяч эскроу-счетов в 13 уполномоченных банках, а также выдано свыше 306 миллиардов рублей в виде кредитов. Помощь в создании транспортной и энергетической инфраструктуры, а также налоговые послабления могут стать эффективной мерой поддержки инвесторов, вкладывающих средства в крупные проекты. Подобные вложения в инфраструктуру возвращаются сторицей для бюджета. Такое мнение высказал глава Якутии Айсен Николаев. Лидер республики пояснил, что с появлением инфраструктуры на территориях, например, богатых полезными ископаемыми, появляются новые инвесторы. В частности, необходимо строительство железных дорог, которые будут затрагивать территории, где залегают месторождения полезных ископаемых, или строительство энергетической инфраструктуры для обеспечения промышленных предприятий дешевым электричеством. Или же это строительство дорог, которые, конечно же, тоже очень дорого строить в условиях Крайнего Севера. Но эти дороги, чтобы как раз затрагивали те территории, где идет реализация тех или иных инвестпроектов. В Якутии уже есть реализованные такие проекты и в золоторудной промышленности, и в алмазной промышленности, пояснил глава региона. Премьер-министр России Дмитрий Медведев на пленарном заседании Московского финансового форума заявил, что государство предоставит особые условия для инвесторов, вкладывающих средства в крупные проекты. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.